уже те, кто будут подходить, будут подключаться по мере, так сказать, подгружения ко всему происходящему. Основной сценарий, как я себе представлял сегодняшние наши занятия, у нас, я напомню, изменения произошли в самом формате. То есть, если до этого в основном я пытался что-то рассказывать по теории дискурс-анализа, по технике его осуществления, исходя из тех методических рамок, понятийных рамок, ну и инструментария, которая используется, то сегодня у нас стояла задача попытаться вот все вот это красивое и многообразное как-то, хоть как-то приложить к делу, то есть применить к анализу конкретного текста, причем текст сознательно брали из той среды, которая опирается на такой общий бэкграунд для всех нас. То, что связано с актуальной политико-экономической ситуацией, то, что вроде как должно касаться каждого из нас. Ну и, соответственно, поскольку это несколько пересекается и с актуальными интересами нашего университета, было принято решение взять для анализа материал, подготовленный редакцией Тутбай по мотивам совещания у президента по поводу в ближайшее время подписания указа о цифровой экономике, цифровой Беларуси. И, соответственно, этот материал был подготовлен редакции на основе пресс-релиза, подготовленного президентской службой информации, размещенным на соответствующем сайте, на который ссылалась, собственно говоря, эта самая редакционная статья. Но там были все же некоторые нюансы исполнения, которые отличали, собственно, тот материал, который дал в итоговой версии редакция Тутбай по сравнению с изначальной версией пресс-релиза. Если кто-то, конечно, взял себе за труд сравнить эти две версии между собой. Но я себе такой труд взял, поэтому я кое-какие выводы для себя сделал. В последующем даже ими собираюсь поделиться. Соответственно, я не знаю, не мог предполагать, да, кто из вас какой массив работы над этим материалом осуществит. Ну, предполагаю, что как бы, студенты плохо готовятся даже в официальных вузах, где, в общем-то, их стращают деканатами, отчислениями и прочими страшными для них карами, и там, собственно, готовится обычно каждый пятый или шестой из... Ну, это еще неплохо. Ну да, в лучших группах, в худших процентовка еще меньше. Вот, то я, конечно, могу предполагать самые разные и разнообразные варианты того, что у нас сегодня будет. Изначально я планировал, что если будет хотя бы несколько подготовленных, ну, таких попыток некоторого дискурс-аналитического подхода к тексту, то оформить это изначально как вот такие мини-презентации, то есть каждый из подготовивших такого рода анализ мог бы показать, что ему удалось при помощи вот тех средств, в понимании этих средств, выложить на обсуждение, смотреть и вынести как некий результат этого самого дискурс-аналитического прочтения материала. Но, честно говоря, вот я так понимаю, у вас какие-то есть наработки небольшие, да? Где-то. Ну, вот связанные с текстом. А вы, я так понимаю, вообще не готовились, да? Ну, только хочу посчитать. Походу, опять же, ну, чисто поход. Угу.
Ну, то есть так, готовы только контекстуально действовать. Ну, вот. Ну, здесь уже тоже признавались, а вы? Меня, увы, на прошлом занятии не было. А вам тоже Текст не дошла прочитал. рассылка? Ну, Потому да, что я посылал дошла, там, в но общем-то, даже с презентациями. презентация смотрел, текст читал. Да, то есть для тех, кто не был, или для тех, кто хотел бы возобновить некоторые элементы, я это тоже давал. Ну что ж, тогда нам придется импровизировать по ходу. В общем-то, поскольку у нас занятие сдвоенное, мы можем так, немножко замедлиться, что обычно не свойственно современному ритму жизни, и немножко так, не акцентируясь на времени, попытаться вдумчиво, внимательно поработать с текстом, посмотреть, ну, собственно говоря, а что мы можем выявить, работая с этим материалом, что нам может дать такой инструмент анализа, как, собственно, дискурс-анализ. Потому что, понятно, мы и в рамках этого курса в течение 3 семестров работали и, собственно, показывали самые разные техники того, как можно работать с текстами, допустим, как можно работать с символами и какие можно выявлять на этом основании смыслы и интерпретации. И понятно, что даже наш этот 3-семестровый курс совершенно не покрывает всех вероятных подходов, инструментов анализа символического, потому что люди, в общем-то, всю свою жизнь, всю свою культуру только занимались тем, что производили много всего разного символического, и, соответственно, точно так же старались использовать много всякого разного, чтобы это символическое интерпретировать. Поэтому наша задача посмотреть на этот конкретный метод так вдумчиво, внимательно, с остановкой, попытаться его так осознанно научиться применять, пускай даже вот на таком достаточно локальном материале. Тогда, возможно, в будущем вам удастся использовать его в каких-то других вещах, которые, возможно, вам будут нужнее, чем просто в виде учебного какого-то материала или подхода. Поэтому я, наверное, сейчас тогда загружу свою презентацию и буду тогда с ней потихоньку работать. Предполагаю все-таки, что вы будете подключаться к работе, как мне тут обещали контекстуально, и, соответственно, добавлять от себя некоторые элементы содержания, элементы какого-то анализа, которые, возможно, от меня остались, опять же, сокрытыми, потому что опыт любого анализа показывает, что все равно остается масса всего того, что под анализ не попадает. Это вам скажут любые последователи анализа, от психоаналитиков до, в общем-то, аналитиков текста. Поэтому, если такие вещи будут попадаться, и вы будете обращать наше общее внимание на них, я буду только рад, и это нас продвинет вместе. Если будут возникать вопросы такого общего понимания или частного понимания, то есть вам будет непонятно, что мы делаем, или почему мы это делаем, или как это относится к дискурс-анализу, эти вопросы, ну, в общем-то, сильно стыдиться нечего, можно уточнять и, останавливаясь, задаваться вопросом, а где мы сейчас находимся, что мы сейчас делаем вообще, и вот насколько это связано с общей процедурой интерпретации. Но при этом я все-таки надеюсь, что все, если не были напрямую на занятиях, то хотя бы смотрели видео или смотрели презентации и хотя бы некое общее представление имеют, чтобы, что называется, вопросы не были совсем вопросами человека, который проходил мимо по улице и спрашивает, а чем вы тут занимаетесь. Вот. Ну, тогда, собственно говоря, начнем разбираться. Я буду по них по ходу или в конце? Лучше по ходу. То есть работаем интерактивно.
Если что-то возникает, останавливаемся, задаемся вопросами, уточняемся и так далее. Я тоже какие-то вещи где-то сознательно опустил, где-то не успел доделать, поэтому чем заняться у нас, в общем-то, будет еще. Надо открыть. Да, я знаю, я хочу сначала хотя бы запустить у себя на компьютере, а потом уже вводить в общий доступ. Хорошо. В общем, как я уже говорил, мы взяли за основу текст, подготовленный редакцией Тутбай. Назывался он «Принять цифровую реальность и максимально использовать все возможности». Ну и оформлен был в виде некой цитаты со ссылкой, скорее всего, на президента, поскольку после идет уточнение, что это Лукашенко об IT. На себя может обратить сразу даже вопрос про эти самые IT, потому что после этого текст сразу же начинается про цифровую экономику и цифровую трансформацию экономики. И в этом смысле для специалистов, допустим, уже вопрос немножко спорный. IT, то, что мы сейчас называем, перекрывают ли они объем того, что называют сейчас цифровой реальностью, digital, эту всю сферу. Потому что IT в узком понимании, IT это, собственно, интернет-технологии. А интернет-технологии, естественно, не закрывают собой весь объем цифрового этого пространства. И когда в СМИ эти понятия берутся как синонимичные, это, в общем-то, тоже определенный симптом, на который стоило обратить внимание. То есть, и в дальнейшем в речи президента мы увидим, там часто происходят интересные сдвиги. То есть сначала речь будет идти про IT-сферу и IT-экономику, IT-рынок там, а затем уже к декабрю месяцу переместиться в сферу цифровой экономики, цифрового этого рынка. То есть, видимо, в какой-то момент то ли произошло уточнение на таком базовом уровне использования понятий. То есть, когда готовили указ, поняли, что, скажем так, нельзя здесь использовать вот эту, такую достаточно популярную трактовку IT, как всего относящегося к компьютеру, условно говоря. И, естественно, было предположить, что некоторые технологии, но они, в общем-то, не к интернету имеют отношение, а, тем не менее, используются как элемент новой цифровой реальности. Поэтому, видимо, произошло некое переопределение, потому что с определенного момента уменьшается частотность использования понятия этого IT, но увеличивается доля понятия цифры, цифрового. Хотя в этой статье Тутбая, это название, это, собственно, название самого Тутбая. Потому что в пресс-релизе там нет такого рода маркировки.
этот Тутбай пытается задать как бы локус текста, да, президент по IT-сферу и вроде как он к ней относится, сразу цитата это выражается. Ну а, соответственно, в редакционном плане, в политике редакции, видимо, никакого размежевания пока между сферой IT и цифры не произошло. Поэтому можно это смотреть как такой маркер того, что редакция остается на прежних, не дифференцированных позициях по отношению к этому вопросу. Может быть, еще синтаксическая структура этого предложения, которое нельзя без цитаты, то есть принять цифровую реальность и максимально использовать все возможности. То есть здесь неполное предложение, и этот вот глагол «принять», он автоматически воспроизводит, что принять нам нужно, принять вот это вот все, и это, опять же, включает такой посыл к действию. И вот это вот они выносят на первое место, и это тоже, наверное, ну это, кстати, да, то есть сразу идет не Лукашенко обойти двоеточие, да, и принять цифровую реальность, а сразу как бы быка за рога, то есть сразу мы должны принять реальность, а потом уже кто сказал и зачем. И в этом смысле, да, тут действительно интересное замечание, что на первый план выводит вот этот локус действия, а не субъекта говорения и темы говорения. Ну, возможно, кстати, то, что тут еще редакция использует выражение IT, связано с попыткой вот так это создать. Кликбейт, ну такую шумиху создать, чтобы привлечь сразу читателей, мне кажется. Нет, ну это само собой. Да. То есть, когда они выносят там все эти цифры и прочее, это они уже как бы создают определенный ажиотаж, поскольку сегодня это все на слуху. Но то, что они вот используют IT, возможно, еще говорит о том, что они стилистически не хотели, например, использовать дважды слово цифровое, да? И посчитали, что, возможно, если они уже в цитаты использовали принять цифровую реальность, то, соответственно, нет смысла, опять же, говорить Лукашенко о цифровой там экономике. То есть, с точки зрения терминологии это было правильно, потому что IT это в данном случае грубое сужение предмета речи. Но с точки зрения эффектного там заголовка, все знают, что такое IT, а что такая цифровая экономика, знают не все. Скажем так. Поэтому это более хлестко, это сразу бьет, ну и как бы разговариваем мемами, по большому счету. IT это мем сейчас. Мало кто знает даже, что туда включается в содержание. Ну вот этот текст, который я раскрасил нетрезвыми красками, это текст, собственно, статьи на Тутбае. Что я здесь сделал с цветами? Я делал то, что я сказал. Я сравнивал пресс-релиз службы информации президента, который они разместили на президент.gov.by, и то, что пустил в качестве новости на ресурс Тутбай. Соответственно, зеленым цветом я маркировал то, что совпадает в первом и во втором случае. То есть эти элементы и по порядку размещения, и по содержанию, они, в общем-то, идентичны. Ну, практически идентичны, там, на 95%, скажем так. То, что помечено таким, ну, женщины мне не дадут соврать, то ли фиолетовым, то ли баклажановым, то ли еще каким-то таким цветом, то обозначает собственные вставки Тутбая по сравнению с оригинальным пресс-релизом, и на это тоже стоит обращать внимание. Но сейчас для как бы общего представления следующие, вот этот и следующие два слайда, это будут слайды, собственно, самой статьи. И вы можете посмотреть, какой здесь процент чего. Вот это первые 3 абзаца, следующие 5 абзацев.
вот там еще, где стоит F1, ну, красный маркер, это означает, что в оригинальной статье была своя вставка, то есть свой блок материала, который Тутбай выбросил и заменил собственным элементом, и эти элементы я покажу чуть позже. И следующие тоже 5 абзацев. Ну, как вы видите, тоже вначале идет повторение за пресс-релизом, затем обрубается концовка пресс-релиза и пускается собственный материал. Надо ли нам перечитывать статью? То есть все ли ее прочитали, все ли знакомы с содержанием? Ну хорошо. Тогда я ориентируюсь на то, что все читали и хотя бы в общем и целом, и пускай недословно, но помнят, о чем там шла речь. Ну и что-то вы можете читать прямо с экрана, поэтому опять же надеюсь, ничего страшного в этом не будет. Значит, ну вначале, как вы видите, ссылка идет на, собственно, сообщение, оригинальное сообщение пресс-службы президента. Причем оно в данном случае подано жирным шрифтом, также, в общем-то, как и начало статьи на президентском сайте, но там это идет как часть общего текста, поэтому она никак не выделена. То есть это шапка, это заглавие, но оно, в общем-то, просто начало текста. Тутбай делает из этого, в общем-то, своеобразный тизер, задает его отдельным цветом, жирно маркирует и помещает перед иллюстрацией. То есть фактически делает из него такое мини-резюме самого сообщения и что, соответственно, они туда выносят. Ну, собственно, саму суть, да, то, что на совещании с президентом Лукашенко в понедельник по поводу проекта декрета о развитии цифровой экономики звучала речь о том, что Беларусь должна максимально использовать возможности по развитию этой самой цифровой экономики. Ну и связано это определенно с некими реформистскими ожиданиями, которые возникают в белорусском обществе в последнее время, и завязано на то, что, в общем-то, та жесткая политика, которую проводят и Нацбанк, и министерство, она привела к тому, что, в общем-то, мы застыли в ситуации, когда либо надо куда-то двигаться в плане реформирования, либо непонятно, вот, почему мы тогда зависли в такой позиции, когда, в общем-то, доходы не увеличиваются, стагнируют некоторые такие бывшие ранее ведущими отрасли экономической жизни, а ничего не происходит. Поэтому вот эта маркировка — это такая сразу ответ на массовые ожидания. Ожидания читателя по поводу того, что ну вот-вот, смотрите, взялись реформировать не как обычное образование, которое сколько не реформирую, ничего не улучшается, а взялись реформировать сферу экономики, и причем не абы где, а вот сразу от сельского хозяйства перешли к самой передовой части современной экономической жизни. Опять же, что обращает на себя внимание? Ну, может быть, кто-то сразу по ходу мог бы уже начать комментировать. Речь. Ну, не то чтобы речь, а то, что мы как бы пока отмечаем в первую очередь. Да? Вот мы можем увидеть, например, то, что чем отличаются, да, оригинальная статья Тутбая от пресс-релиза.
То, что я маркировал. Причем я сейчас могу уже показать вам и те части, которые не совпадают у них. Ну вот, это вот добавление Тутбая. А вот те фрагменты, которые не попали из оригинального текста. Александр Лукашенко отметил, что предмет разговора весьма актуальный и очень масштабный. Однако еще несколько лет назад никто не мог представить, что соответствующие вопросы настолько предметно будут обсуждаться на уровне президента. Так быстро и бурно развивается жизнь, и от этого никуда не уйти. Если мы в этой бурной жизни отстанем, значит мы опять же будем страдать, что у нас чего-то не хватает, сказал глава государства. Речь идет не просто о развитии IT-сферы, вот опять же в речи президента IT-сфера, и не только о высоких технологиях, тема встречи гораздо шире. Еще весной было принято решение о создании IT-страны. IT-страна, ну еще один момент. Да, там было странно, что в статье Тутбая это фигурировало только один раз, по-моему, вот эта IT-страна в самом конце. Я ожидала, что будет целый раз за 3. Вот, а в этом оригинальном пресс-релизе, видите, она еще вроде упоминалась. Название это условное, но всем суть понятна, утверждает президент. Информационные технологии проникают во все сферы, и потому повестка дня включает не только проблемы IT-отрасли, констатировал президент. Страны жестко конкурируют за рынки капитал, причем все чаще конкуренция идет не только за финансовый, но и за человеческий капитал. Идет борьба за умных, образованных и энергичных людей, за новые идеи и интеллектуальная собственность. Это первый фрагмент, который выпал из сообщения Тутбая. Вы видите, на что было заменено этот элемент. Второй фрагмент, небольшой уже завершающий, подводящий итог. Всех участников совещания глава государства призвал к открытому и откровенному разговору. Давайте вместе подумаем, обсудим, устроим мозговой штурм и попытаемся понять, как сделать так, чтобы наша цель создать IT-страну была достигнута. Это будет наше с вами совместное достижение, которым мы сможем гордиться, резюмировал белорусский лидер. Президент по итогам совещания одобрил заложенные в проекте декрета принципиальные подходы и ключевые моменты. Ожидается, что документ будет подписан в ближайшее время. Сейчас посмотрим, что сотворил Тутбай с этим фрагментом. Начнем с первого. Вот заметьте, вот фактически вот этот на 3 строчки блок заменил вот тот достаточно большой фрагмент, связанный и с прямой речью президента и с некоторыми комментариями по поводу конкуренции. Да? На что он был изменен. Да? Лукашенко признал, что пока в области цифровой трансформации мы немного отстаем, потому что много разговаривали, рассуждали, в то время как ведущие державы семимильными шагами в этом направлении двигались. Опять же, акцент понятен. С одной стороны, это такая маркирована простая речь президента, когда он отклоняется от бумажки и, в общем-то, начинает говорить, как он это себе в общих чертах видит. И оно, в общем-то, несколько другую идеологию проводит по сравнению с тем фрагментом, который пускался ранее в пресс-релизе. То есть здесь акцент, как вы видите, на том, что проблема известная, как бы понятная, но мы ее давно забалтывали, а никаких фактических шагов не предпринимали. И поэтому, в общем-то, в отставании есть элемент нашей вины. И Тутбаю важно это подчеркнуть и вот вставить, что он, например, как Иисус давно эту тему поднимал и лоббировал, а вот на уровень президентского обсуждения это вышло вот только вот недавно. Поэтому вот мы так отстаем. Но это мы, конечно, сейчас немножко инсинуируем по поводу
того, что там думает Зися, когда размещает этот материал и делает такие вставки. Кстати, заметили или нет, материал же не подписан. То есть написано просто «Тутбай». То есть в данном случае понятно, что, конечно, не там, 80% текста это пресс-релиз, и, может быть, как бы, есть такие элементы авторского права, что неудобно подписывать то, что накопипащено, в общем-то, не вполне свое. Поэтому как бы редакция берет на себя право маркировать текст как просто некую редакторскую колонку или редакторский материал. При этом мы, конечно, понимаем, что редакция это там, не абстрактная редакция, это какие-то конкретные люди, кто текст готовил к публикации. И, скорее всего, эта публикация так или иначе проходила прямое одобрение там, того же Зиса, как руководителя ресурса, который имеет здесь свой интерес, который он хотел бы сообщить. На что меняется последний заключительный блок, заметьте. Участники совещания также обсуждали перспективы развития IT-образования. Если вы заметили, в оригинальном пресс-релизе об этом вообще не шла речь. Президент поддержал идею того, что необходимо улучшать качество преподавания английского в школах на порядок, чтобы каждый ребенок после школы говорил по иностранном языке свободно. Кроме того, речь шла о том, что надо в разы увеличить количество подготавливаемых IT-специалистов. Директор парка высоких технологий Всеволод Тринчевский на совещании отметил, что в современном мире страны все чаще конкурируют не территориями, производствами или сырьем, и даже не технологиями, а качеством правовых систем. Опять же, тема, которая фактически не поднималась в официальной пресс-релизе. И люди, и технологии, и капиталы устремляются туда, где им комфортно с правовой точки зрения, сказал он. В проекте декрета собраны идеи как белорусского IT-сообщества, так и мировой опыт. В документе заложены правовые решения, которые являются прорывными не только для Беларуси и ее стран-соседей, но и самых развитых стран мира. Он включает в себя поддержку продуктовой модели, расширение видов деятельности резидентов ПВТ, IT-образование, развитие сферы блокчейн-технологий. И опять же, вот, измененная версия завершения. По словам Матюшевского, который цитирует Белта, декрет может быть подписан уже на нынешней неделе. Но если помните, там была безличная формула, что ожидается, что декрет будет подписан в ближайшее время. Президент одобрил, в общем-то, с принципиальной точки зрения. Уже по этим даже элементам можно вообще-то отследить, что, собственно, хотел по сравнению с там, оригинальной версией текста, подготовленной пресс-службой президента. Ну, то есть тут можно два уровня. Да? Смотреть, что хотелось передать пресс-службе президента обществу. Ведь она работает на то, чтобы транслировать определенное послание от президента, от правительства, ну, прежде всего для СМИ, а те уже как трансляторы должны доносить до населения. И что хотела при этом уже Тутбай как СМИ, на чем сделать акценты по сравнению с вот этим пресс-релизом, потому что там, где размещался пресс-релиз, там размещалась и ссылка на активное видео самого заседания. Ну, понятно, это тоже отрежиссированные файл, отрежиссированный документ, но там есть возможность послушать не только те скупые сводки, которые дает текстовой материал. И, соответственно, скорее всего, вот эти добавления, которые делает Тутбай, ну, учитывая сложность возможности аккредитации, это есть добавление как на основе прослушанного видео, просмотренного, так и на основе ранее изложенного в других материалах Тутбай по теме. Ну и замечаем, что, во-первых, вот это был первый момент, это вот момент отставания, что мы много болтали вместо того, чтобы делать. Во-вторых, это вот это IT-образование, то есть надо больше
повышать компьютерную грамотность и английский язык в школах, чтобы наши дети как бы включались, интегрировались в мировую систему распределения труда и в этом смысле могли беспрепятственно выходить на рынок, ну, прежде всего, цифровых технологий. И в-третьих, это вот связано с правовыми системами и с тем, что мы готовим у нас готовятся такие прорывные схемы юридические, которые позволят нам, опережая даже местных конкурентов в лице той же Украины по блокчейну, ну и в мировом масштабе создать нечто такое уникальное, что вот Беларусь сразу должно выдвинуть на позиции европейского Гонконга, там вот, что-то такого, что то мы там рис, что называется, бульбу сажали, то теперь начнем из этой бульбы кварцевые компьютеры создавать. Соответственно, вот эти моменты фиксируются, и как бы в конце еще раз подчеркивается, какие, собственно говоря, там вот сферы, на что обращается внимание. Но опять же, вы когда смотрели вот этот пресс-релиз, кто-нибудь вообще смотрел пресс-релиз? Или все только официальную, то есть Тутбаевскую статью смотрели? Ну, я не была пресс-релизом. Ну там просто в самом начале была ссылка на пресс-релиз, поэтому интересующиеся сразу могли удовлетворить свое любопытство. Лгут они, когда ссылаются на президентский сайт или нет. Но вот если как бы отбросить вот то, что здесь помечено фиолетовым, и посмотреть только на то, что помечено зеленым, да, я еще раз пролистну к началу, вам не кажется что-то странным вот, в том, как излагается версия события в зеленом цвете по сравнению с тем, что добавляется в фиолетовом? Ну, в зеленом цвете все очень хорошо. В плане, что все очень... А что плохого в фиолетовом? Не, ну, в принципе, то, что Тутбай добавил ту цитату президента, где он показывает, может быть, несознательно некоторую слабость. Вот. Ну, поскольку в зеленом, опять же, такого нет. И в пресс-релизе официально было ли такое? Но там было по-другому высказано, что если мы в этой бурной жизни отстанем, значит мы опять же будем страдать, что у нас чего-то не хватает. То есть как бы речь идет, что мы опять будем страдать, там, опять отстанем. То есть тут есть какие-то такие тоже, не то чтобы апокалиптические нотки, но нотки того, что, в общем-то, мы можем не успеть сесть в вагончик реальности. Ну, я еще хотел сказать, такая характерная очень черта про то, что его отношение к бизнесу в целом, что как бы вы это работаете, но вы не забываете про государство, в котором вы живете, и что, ну, такая упрощенная мысль, что ну, нужно как бы и делиться тем, что вы заработали. Ну, мысль как бы на поверхности, но мы к ней еще вернемся. Здесь я бы хотел все-таки, чтобы вы подумали над более существенными вещами. Еще там, подождите, вот там... Куда вам? Вперед, назад? Вперед. В смысле, в статью, там, где... Ну вот статья начала ее. Там, где Тутбай добавлял вот про школу и так далее, это опять же отсылка... Это в конце, да? Да, конец. Отсылка к предыдущим, опять же, статьям. Вот они там написали то, что вот английский у нас плохой. Потом, на самом деле, еще довольно вот интересно то, что я не встречала, например, чтобы Лукашенко, по крайней мере, говорил о правовых системах вообще. То есть, то, что он обычно говорит, что если вот мы должны идти вперед, то это IT, там вот интеллектуальный потенциал, а вот тут вот раз и право. И это как-то интересно. Говорил, но немножко в другом материале, мы к этому еще вернемся. Это будет для нас рамка контекста, который нам надо будет учитывать. Но вот я бы пока все-таки обратил ваше внимание на сам текст. Вообще текст посвящен какому событию? Изданию декрета? Или... Ну, не изданию декрета. Совещание по поводу Совещание. проекта.
совещание у президента, где присутствовали важные, как там было нам сказано, сейчас скажу, как было сказано, ответственные государственные лица, известные представители IT-сообщества. Вот, они пришли и обсуждали на преддверии, да, подписания, возможного подписания указа о цифровой экономике, да, о развитии цифровой экономики, они пришли к президенту. То есть идет формат совещания. А что мы видим по пресс-релизу? Монолог главы государства. То есть, если убрать все вставки Тутбая, там вообще без шансов услышать на совещании какую-то другую точку зрения. То есть фактически идет такой белорусский диалог, монолог президента по отношению к обществу, от которого он чего-то ожидает, которому он чего-то обещает, и которое должно как-то реагировать на то, что будет делаться властью. То есть в этом отношении интересно то, что действительно пресс-служба подготовила такой текст, в котором это их обязанность, конечно, пиарить президента, но там кроме пиара президента, в общем-то, ничего больше другого и нет. И что делает Тутбай, да? Вот, посмотрите. Он добавляет полные, ну не полные, но список, основной список присутствующих, да? Причем добавляет тоже в интересной последовательности. То есть, кроме президента и вице-премьера, как таких ключевых лиц, дальше идут в основном, в общем, представители, скорее, IT, потому что даже бывший глава БСМ Всеволод Кинчевский здесь идет как администрация парка высоких технологий, то есть скорее как представляющий вот это самое IT-бизнес-сообщество фигура. И затем все остальные лица, это опять же так или иначе либо связанные с IT-отраслью, представителю там, основателей ПАМа, Виктор Прокопеня, который локомотив как бы всей этой цифровой революции в Беларуси, Александр Чекан, инвесткомпанию представляет, ну и Олейников, видимо, скорее правовую сторону этого дела должен представлять. Ну а дальше уже в конце перечисляются некоторые еще такие основные официальные лица, глава Нацбанка, замглавы администрации, помощник по вопросам национальной безопасности Виктор Лукашенко. То есть задается контекст, в котором уже, по крайней мере, маркируются другие участники совещания. То есть чуть-чуть возвращается контекст того, что это было совещание, что там были другие люди, и, возможно, звучали какие-то другие мнения. Тутбай старается чуть-чуть разбавить речь президента, и дальше он это делает еще более уверенно, потому что вот последние два абзаца – это, собственно, уже не президентская речь. Вот, там, где идет предпоследний абзац, ну, точнее, какой-то предпоследний, участник совещания, вот, там идет как бы пересказ некоторой дискуссии, некоторого момента, который, без отсылки, конечно, к конкретным участникам, но все-таки и не прямая речь президента, да, обозначает, что некая дискуссия велась, и вот в частности, например, обсуждали вопросы, связанные с IT-образованием. И потом, опять же, прямая речь включения Всеволода Инчевского, который пытается вот теперь произвести некую тоже свою инвестицию дискурсивную, ввести вот это понятие права, правовой системы, которыми собирается конкурировать Беларусь, и, соответственно, показывает, какой передовой там прорывный опыт мы в этом плане пытаемся сейчас задействовать. Но опять же, и даже та ссылка, что декрет будет подписан в ближайшее время, она опять же не обезличена, а дана через определенного персонажа, то есть через вице-премьера Матюшевского. То есть в этом смысле Тутбай сделал все, чтобы в этом смысле монологичное выступление президента через пресс-релиз
сделать, ну, фактически такой, пускай имитация, но все-таки имитация некого диалога по поводу вот этой IT-сферы. Ну, это то, что бросается на первый взгляд, то, что может быть замечено. Что, например, выбрасывается, да, из вот этого пресс-релиза, это тема того, что, ну, как бы, вот слова маркера IT-сфера, IT-страна, вот, как раз выпадают оттуда, что, в общем-то, вот это все пафосное обращение президента, что момент созрел, что вот надо его использовать, как бы мы 20 лет думали, но вот теперь додумали, что Беларусь надо делать цифровой экономикой и интеллектуальной страной. Вот этот момент был отброшен, видимо, как, возможно, банальный, либо же вот, было важно подчеркнуть, что мы на самом деле не просто момент созрел, а что мы еще его как бы почти чуть не пропустили, потому что очень много разговаривали. И здесь был убран еще вот этот элемент конкуренции не за финансово, а за человеческий капитал. И это тоже важный элемент, который мы немножко позже восстановим, почему он вообще возникал в речи президента. И это уже вопрос, почему, скажем, для Тутбая это вопрос, который они решили не поднимать в этом случае. Почему они не решили сказать, что Беларусь собирается стать, как там будет сказано впоследствии, типа меккой славянского мира, то есть стягивать сюда определенные человеческие ресурсы, ну, прежде всего имеется в виду программистов, там, айтишников и так далее, которые будут здесь работать, приносить доходы и работать на благо этого региона. И в конце вот почему-то, опять же, они отбрасывают вот это президента призыв «давайте работать толокой», да, давайте все разом, вот, все вместе, это как бы наше дело, давайте вместе создадим IT-страну, это будет наше с вами совместное достижение, которым мы сможем гордиться. Вот этот пафос, опять же, был отброшен в пользу, ну, вот тех двух тем, которые поднимаются в статье Тутбая. Тема IT-образования и правовых систем, конкуренции правовых систем. То есть понятно, что какие-то вещи могли быть отброшены чисто, чтобы там не перегружать текст, но с другой стороны, вот как вот эта последняя фраза президента про «давайте все вместе строить», она бы как бы текст бы не перегрузила по сравнению со всем остальным. Но то, что и выбрасывают, это тоже определенный маркер, то есть это не случайное, видимо, событие, что ее именно выбрасывают. То есть важно было закончить словами, завязанными на перечисление конкретных технологий, которые мы пытаемся у себя развить, и что это будет прорывом на мировом уровне, а не вот этой заявкой, что давайте делать все вместе. То ли потому, что Тутбай не очень верит в это вместе, то ли потому, что как бы не склонен пафосным призывом, а пытается задать такой типа разговор рационально, да, прагматично. Давайте смотреть, что у нас там получится по итогу, а тогда уже обсуждать дальнейшее. Вот. Ну и вот, кстати, забавно, что на президентском сайте вот этот материал идет под тегом совещания. Ну, это вдвойне комично, что, собственно, как уже говорилось, никакого совещания в самом тексте не присутствует, кроме вот самого первого упоминания в начале, что было совещание у президента. Ну, понятно, что на президентских совещаниях больше всех говорит сам президент, видимо, совещаясь сам с собой. Но, тем не менее, Тутбай пришлось предпринимать специальные усилия, чтобы, в общем-то, из вот этого монолога сделать хотя бы некий вариант вот этого самого совещания.
что, пойдем дальше? Пока на этом этапе все понятно. Это, кстати, еще тоже немножко по языку совещания. Если на протяжении всего монолога президента именно такое более-менее вежливое обращение, такое дружелюбное, появилось именно в конце, потому что если в самом начале, можете всегда начало открыть статьи. Там были, вот даже если смотреть по языку, ну, должна, это, опять же, модальный глагол, который нас сразу обращает, должны принять, максимально использовать. Это вот все именно такой уже другой. Директивный. Да. И только в самом конце он уже, ну давайте вместе, давайте, использовал более смягчающее слово. А тут все именно очень, так сказать, императивно. Ну вот помните, мы в прошлый раз тоже обратили внимание, что вот, когда мы анализировали апрельское выступление президента, оно тоже там сначала идет в такой жесткой тональности, а в конце там, ну, всего хорошего, доброго вам здоровья и успехов на работе, что называется. Нормальная калька таких вот документов. Да, то есть это, в общем-то, этот дискурс вообще задиктован не столько даже установками самого президента, а тем, что заканчивать принято в каких-то таких более обобщающих, вежливо и при этом мотивирующих словах. И начинать надо с раздачи. Иначе с кого спрашивать? Совещание, оно, может быть, предполагает то, что вносится вопрос, опять же, на обсуждение, не сразу начинается. Мы должны. Не, ну мы же понимаем, что это пресс-релиз, поэтому они, соответственно, берут самые яркие моменты этого выступления. И понятно, что президент не посмотрел на всех хмуро и не начал со слов «мы должны там создавать IT Беларусь». Естественно, там были первоначальные приветствия, здравствуйте, там, рад вас видеть и так далее, но это уже не вошло в пресс-релиз, понятное дело. Понятно, что на таком уровне совещания все заранее знают, о чем пойдет речь, кто будет выступать, о чем скажет. Там были не случайные люди, естественно, это встречи, это уже итог многочисленных встреч, согласований, обсуждений, это во многом такое протокольное мероприятие, которое есть попытка там, что называется, публичного засвидетельствования намерений, что президент в целом поддерживает этот тренд, и, в общем-то, чиновники на всех уровнях должны понимать, что раз президент там принимает в таком составе, значит, это уже на самом высшем уровне тема уже принята. И максимум, что они могут сделать, это внести какие-то там мелкие коррективы, но при этом не затрагивая суть документов, суть происходящего. Да, то есть, вот это такой пока самый общий план, то есть план, когда мы смогли сравнить два текста, просто потому что они нам тут были даны вот в этой естественной связке. Один ссылался на другой, это вот такой интертекст, да, один текст ссылается на другой текст. Один СМИ-источник, второй СМИ-источник. Есть порядок цитирования, есть порядок процентности передирания новости одной со второй. Ну, хотя здесь они немножко, видимо, нарушили, потому что, собственного контента было не так уж и много, на самом деле, по общему объему статьи. Вот. Но, с другой стороны, это был контент существенный, поскольку они дополняли информацию, которая отсутствовала на президентском сайте, и дополняли темами, которые не были озвучены там. Они просто другими словами, как-то по-другому высказали те же самые мысли. Но, скажем так, понятно, что когда мы сейчас попытаемся дискурсивно-аналитически подойти к этому тексту более глубинно, и подход Феклу, и подход Водок, он к чему нас призывал прежде всего? Когда мы понимаем текст, что нам важно знать? Контекст. Понимая любой текст, важно понимать контекст. И этот контекст задан совокупностью тех интертекстуальных и интердискурсивных связей, в рамках которых этот текст возникает. Понятно, что сейчас наша задача не будет восстановить вообще весь контекст, ни по теме цифровой экономики в мировом масштабе, да, это отдельная тема, которой мы могли бы заниматься, отдельных
там, энное количество часов, да, ни общий контекст современной экономики и вклада в нее отдельных отраслей, ни другие более глобальные контексты, в которых вынуждена действовать Беларусь. Этих контекстов на самом деле много, и я предполагаю, что все вы их так или иначе где-то на фоне сознания должны удерживать. Когда сегодня IT-сфера становится такой лакомой приманкой для многих, все примерно ожидают от нее, что вот IT-сфера это там, ну, условно, цифровая сфера это сфера передовых технологий, тех самых инноваций, которые вот спасут мир, которые, в общем-то, должны превратить любую Золушку в принцессу, любую недоэкономику превратить в шанхайского тигра, что называется. Поэтому здесь есть свои ожидания, и как бы они есть на уровне такого массового почтения. Поэтому, когда я сам начал разрабатывать контекстуальное поле вот этого высказывания, я прежде всего обратил внимание на внутренний контекст. А внутренний контекст задавался прежде всего чем? Тем, что связывало этот текст с внутренним ресурсом Тутбая. То есть Тутбай эту тему озвучил не в первый раз, и поэтому для меня было интересно, а в каком контексте он вообще задает всю вот эту тему, весь этот тренд, и как этот тренд идет у нас на белорусском уровне, с какими событиями, с какими контекстуальными элементами это связано там за последние несколько лет. Ну, об этом мы все говорили уже, в общем-то. Ну, вот, опять же, для статистики, для некоторого сравнения, да, вот в оригинальном пресс-релизе 13 абзацев, из них 8 абзацев это прямые цитаты из президента, ну, почти длиной в абзац, 6 косвенных цитат президента, то есть пересказов своими словами, и 2 небольших уточнения о событии в самом начале и в самом конце. Все остальное это речь президента, в общем-то, как есть. Что делает Тутбай? Сокращает количество абзацев до 12, 6 прямых цитат президента, 1 цитата директора ПВТ, 2 косвенные цитаты президента оставляются и 1 косвенная цитата Янчевского. Плюс косвенный пересказ дискуссии про IT-образование и косвенная речь Матюшевского о перспективах подписания. При этом добавляется как бы подробный перечень участников редакции. Уже как бы вот на уровне даже такой статистики есть определенного рода, видите, нюансы, особенности этих 2 текстов. Ну и, конечно, если бы мы так более подробно посидели, можно было бы сделать, как это делали в советские времена, хорошенько покорпеть над иллюстрациями. Потому что иллюстрации были взяты с президентского сайта. И, как вы знаете, на любом совещании важно, кто в каком порядке сидит и, собственно говоря, кто в каком порядке там выступает, условно говоря. Эта информация бы многое могла подсказать, в том числе там, людям, которые хорошо там, знают, например, политикум белорусский и там, расстановки сил. Ну, вообще информативно и понятно, кого пригласили на совещание, это тоже информативно. Информативно то, в каком они порядке сидят, кто там по левую руку, кто по правую руку от президента, кому он чаще обращается, апеллирует при своем выступлении. То есть это все дополнительная информация, которая в тексте самом не выражена, но, в общем-то, создает большой такой экстра лингвистический, да, контекст происходящего. То есть пресс-релиз это не очень отражает, но вообще, если там посмотреть видео, вы можете получить гораздо большее понимание, как и что там происходило. Именно с точки зрения вот этих еще элементов действия. Но идем дальше. Да? Вот, как я уже говорил, то есть интертекстуальность, которая в данном случае возникает в процессе
процессе работы над текстом задается в том числе теми статьями Тутбай, которые под теми же примерно тегами проходят и которые связаны тематически с вот темой этой статьи. По меньшей мере 3 из них, ну вот пророк и Коди, это последняя какая-то достаточно случайная ссылка. Ну, хотя как случайно, она тоже имеет свой контекст. Работая на то, что вот еще один очередной белорусский стартап привлек некие инвестиции. До этого вот была программная статья Тутбая «Как будет выглядеть IT-страна с беспилотниками, криптовалютами и без бюрократии». Это вот она, вы не видите, даже вынесена Тутбаем в отдельную такую подрубрику, как основной материал, дополняющий, создающий фон. И к нему идет как бы негласная апелляция со стороны вот этой статьи. И вот еще 2 статьи, которые тоже в этом контексте как бы предлагается учитывать. Это вот правительство ставит на IT декрет о цифровой экономике, согласован самая либеральная редакция, опять же, знаковое сообщение, что государство готово на либеральную версию, да, экономической реформы. И Беларусь начала продвижение IT-страны на внешний мир. То есть, опять же, ссылка на то, что это как бы не локальное решение, это попытка Беларуси угнездиться в некой новом прекрасном мире, где мы вот пытаемся в этот самый первый мир как раз протиснуться. Ну и дальше я занялся как раз вот исследованием этого контекста того, а что, собственно говоря, происходит. Вот смотрите, вот та программная статья «Как будет выглядеть IT-страна с беспилотниками, криптовалютами и без бюрократии», она вообще была опубликована летом, это 17 июля 2017 года, когда, собственно, декрет о цифровой экономике пошел в первую редакцию, пошел уже проходить через некие инстанции, и об этом решении можно было говорить как уже неком запущенном механизме. И Тутбай попытался на это среагировать и задать как бы свое видение того, что нас ожидает в связи с этим декретом. Но непосредственно этот документ, эту статью предварял другой материал Тутбая, вот, который чуть ниже. Лукашенко навестил компании Виктора Прокопени и поддержал создание IT-страны. Снова IT-страна, вынесенная в заголовок. И эта статья как раз вышла 13 марта 2017 года. И она может считаться в определенном смысле стартовым вот этим точкой запуска, когда вообще этот дискурс IT-страны, IT-сферы начал внезапно быть топовой темой новостей и повесткой дня белорусского правительства. И речь там шла о посещении Александром Лукашенко парка высоких технологий, но причем, опять же, хоть посещал он вроде как парк высоких технологий, но на самом деле посещал он не весь парк. Посещал он конкретно компании, принадлежащие Виктору Прокопени, ну точнее его совместная бизнес с российским миллиардером Гусейновым. И фактически там уже поднимались и обсуждались многие те вопросы, которые впоследствии войдут в содержание вот этих документов. И мы сейчас на это немножко посмотрим. Опять же, я синим цветом определял вот по этой программной статье Тутбая про будущее Беларуси с криптовалютами, там, беспилотниками и прочее. Вот он выделил 9 пунктов, по которым он видит будущее Беларуси. И синим цветом я обозначал те элементы, которые
совпадают, опять же, по содержанию с последней статьей про совещание президента. А оранжевым цветом я обозначал те пункты, которые входили в содержание вот того первого материала о встрече президента с Виктором Прокопинией в парке высоких технологий. Ну и давайте обратим внимание, какие на самом деле 9 пунктов выделяет Тутбаев в качестве той самой грядущей цифровой экономики, которую ожидает Беларусь, и, соответственно, задает контекст наших ожиданий как бы от всего вот этого вот происходящего. Ну, просто пока в порядке наименования я там давал небольшие расшифровки, да, каждому этому моменту. То есть декрет откроет двери парка высоких технологий для новых компаний, причем компаний, которые не только занимаются конкретным проектированием каких-то технологий, не только продуктной формы, но и в том числе таких гигантов, как, например, дочерние предприятия Google или Facebook, которые могут заниматься не столько конкретным производством, сколько рынком там, рекламной продукции, дистрибуции каких-то технологий. Ну, то есть отдельная, да, тема. Потом декрет создаст правовую основу для прихода в Беларусь технологий беспилотных автомобилей. Вот на встрече с Прокопинией эта тема очень явно и однозначно подчеркивалась в редакционной статье. И там как раз этому было посвящено даже несколько абзацев, где подчеркивалось, что Беларусь может стать лидером именно в этой отрасли в регионе. И это было явным образом завязано на интересы компании Прокопиния, но и в том числе как бы вот, показать точку роста. Заметьте, вот в итоговом документе про беспилотные автомобили практически речи не шла. Хотя вот, тема вроде как с повестки не сходила. Но мы сейчас все выпустили «Счастливы Джили Атлас», все обсуждают, сколько будет стоить его флагманская версия. Так как обещал премьер, дороже или дешевле. И, в общем-то, про беспилотное будущее автомобилестроения в Беларуси пока речь у нас не идет. Далее, вот декрет отменяет визы на деньги, но это скорее связано с инвестициями, также с использованием валюты, валютных операций. Как вы знаете, они у нас жесткие, в общем-то, регламентированы в стране, а здесь как бы объявляется некий такой, опять же, офшор. То, что Беларусь может превратиться в таковой офшор для ряда мировых компаний. Но одни к этому относятся с опасением, а другие, наоборот, с радостью, говоря о том, что пусть и офшор, лишь бы деньги были. В общем, посмотрите на те офшоры, живут себе, в общем-то, припевают, и благо, ничего дурного не знаю. По крайней мере, на обсуждении на Тутбаевском ресурсе можете увидеть обе поляризации. Да? Там одни такие активные критики, которые говорят, что плохо быть офшором, как бы надо создавать свое, другие, наоборот, активные апологеты, задающие, что хорошо быть офшором и снимать сливки с мировой экономики. Четвертая тема – это декрет стимулирует прорыв в образовании в сфере IT. Вот в первом материале насчет визита Прокопиния это упоминалось тоже и достаточно тоже подробно. По-моему, там тоже то ли 1,5, то ли 2 абзаца было посвящено сфере IT-образования. Но вот, Тутбай, как видите, включил это в итоговый этот вот документ насчет совещания президента. То есть опять возобновил эту тему и в этом смысле как бы продолжает вот именно эту линию как важную с точки зрения, ну, видимо, редакции Тутбая. Далее, декрет создаст условия для прихода в Беларусь инвестфондов и венчурных организаций. Ну, опять же, это наша извечная болезненная тема, когда к нам придут инвесторы и наконец-то что-то вложат, а
не опять нам искать очередные кредиты. Вот. И здесь было как раз уже про правовые механизмы, по которым вот есть немножко о выступлении Янчевского, о том, что, ну, например, в Беларуси есть такие дикие нормы с точки зрения нормального любого инвестфонда. Это то, что компания, которая вкладывается, является там учредителем, допустим, некого стартапа, она отвечает не только своим имуществом, которое вложила в стартап, но еще должно, например, оплачивать долговые обязательства этого самого стартапа, то есть нести за него какие-то там сумасшедшие ответственности, и, соответственно, никакому инвестору не интересно. Мало того, что ты и так рискуешь, вкладываешь в стартап, так тебе еще и какую-то нагружают непонятную там и социалку какую-то веди, и, в общем-то, и отвечая за банкротство предприятия, ну, в общем, что-то такое несуразное. И вот это, опять же, тема, которая поднимается, специально поднимается Тутбаем со ссылкой на слова Янчевского. Дальше, вот айтишный Гонконг, да, айтишный Гонконг для славянского мира. Иммиграционная политика. Вот, это тема, которая, опять же, так или иначе поднимается, вот опять же на встрече еще с Прокопенией тогда, но поднимается немножко так боком, но тем не менее поднимается, что мы тем самым можем привлекать сюда людей, которые бы приезжали в Беларусь, потому что у нас будет лучший бизнес-климат, у нас будет лучшие возможности для того, чтобы им там развивать IT-сферу. И вот эта тема, опять же, практически не вошла, как вы видите, в финальный вот этот текст, посвященный совещанию. Там вот этот самый яркий образ айтишного Гонконга для славянского мира, где вот в кавычки даже взят. Это цитата из вот того самого материала о встрече с Прокопенией. Вот, он больше не возникает. Ну, тоже можно на это обратить внимание. Дальше декрет вводит институт английского права. Ну, то есть понятно, что не полностью мы переходим на английскую систему ведения бизнес-права, но она позволяет иметь отдельные элементы организации, документации, допустим, или деятельности фирмы на основе английской системы права, которая считается международной системой бизнес-регулирования. Поэтому как бы предполагается, что для мировых компаний это будет проще сюда входить, ну а как бы понятные условия бизнеса, они знают все эти схемы, и поэтому понятно, что для них просто войти в этом смысле. И Беларусь будет, что Беларусь, что Гонконг, что, в общем-то, любой другой офшор в любой точке мира. Как бы упростить и снять свою идентичность. Ну и, в общем-то, опять же, Тутбай частично и на это ссылается, когда говорит про ту правовую систему, которая Беларусь должна конкурировать с остальными странами региона. То есть, опять же, вот эти уступки английскому праву, которые идут в ущерб как бы, белорусскому суверенному законодательству и особенно нашему его аутентичному пониманию того, что есть право по-белорусски, оно, в общем-то, должно приводить к вот этой самой дигитализации нашей экономики. Опять же, интересная тема, что то, что декрет комплексно регулирует блокчейн и криптовалюты, никак не вошло, опять же, в вот эти финальные тексты совещания. То есть вот эта тема криптовалют и там, майнинга, блокчейна, она не как бы в самом конце только Тутбаем обозначается как одна из тем, по которой у нас может быть прорыв. А в самом тексте фактически не звучит. Ну и как бы этому тоже могут быть свои объяснения, но, возможно, как бы тема слишком перегрета, слишком ее переели в последнее время, особенно учитывая, что сегодня биткоин дал очередной старт, преодолел очередные свои 20 тысяч, и, в общем-то, люди и так уже не знают, как к этому относиться, то ли как к стихийному бедствию, то ли как к хитрой спекуляции мыльным пузырем.
Поэтому, в общем-то, тему, видимо, могут и не специально не подогревать в ближайшее время. Но заметьте, что вот здесь вводится, опять же, хитрая ссылка на то, что с учетом ожидающегося избытка электроэнергии в стране после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС и снижения ее стоимости, это позволит создать дополнительный спрос на электроэнергию в масштабах страны, полагают специалисты. Ну, то есть, опять же, белорусские поля, составленные фирмами для майнинга биткоина и других криптовалют, как вариант решения проблемы сбыта электроэнергии, которая у нас в ближайшем будущем ожидается вроде как много, а с одной стороны имеется бойкот всех западных соседей, которые не желают закупать энергию по политическим причинам, уже как бы оформили это даже на законодательном уровне, чтобы ушлые свои бизнесмены не проигнорировали национальный интерес и не взяли дешевой белорусской энергии. А соседи с Востока и так, в общем-то, и пользуются более дешевой энергией, поэтому им это еще менее смысла покупать белорусские дешевые киловатт. И поэтому вариант примерно такой же, как было со строительством второй кольцевой дороги. Беларусь производит много цемента, девать цемент некуда. Что делать? Ну, в общем-то, можно его утилизировать в виде второй кольцевой, которая сейчас, возможно, используется одной, двумя, тремя фурами в течение суток, но вообще в перспективе, наверное, неплохо для глобальной разгрузки транспортного кольца вокруг Минска. Вот. Ну, а заодно как бы и заводам своим дали возможность куда-то. Цемент не бесконечный ресурс, его же надо куда-то девать, иначе испортится. Вот. Точно так же с электроэнергией. В землю что не пустишь, в общем-то. Как-то окупать надо, а куда окупать? Не заставишь же каждого белоруса потреблять на законодательном уровне по 1000 киловатт энергии. Кто не потребляет, тому штрафы. Как это? Декрет за тунеядство, декрет за недопотребление электроэнергии. Каждому обязательно в порядке перевести себе там, холодильники с класса А на класс С, ну и так далее. Ну и, наконец, последний момент, то, что увидела редакция Тутбай в качестве нашего светлого будущего, это то, что новые рабочие места и рост налоговых поступлений. Ну, это как бы такая фишка, с одной стороны, для избирателей, с другой стороны, для власти. Одним, пожалуйста, еще 30 тысяч там айтишников сегодня работает, и валютная выручка их около $1 миллиарда ежегодно, а по расчетам экспертов можно рассчитывать на 2-3-кратный рост по количеству занятых, то есть еще у нас появится 60 тысяч высокооплачиваемых мест, белорусы налетайте. И, соответственно, в 2-3 раза налоговые поступления превысят, поэтому это выгодно и для государства. Это, опять же, нигде не фигурирует в этих текстах финальной этой самой статьи по материалам совещания. Но, видимо, предполагается, что все участники уже и так в курсе. Одни в курсе того, что они могут подарить с этой коровы, другие в курсе того, что они могут дать. И единственное, что там говорит неоднократно президент, дайте мы вас все равно видим. И если вы как бы будете от этого дела уклоняться, то смотрите, коровник закроют, в смысле гавань будет перекрыта. И, соответственно, это к вопросу о серой экономике, о том, что вообще любой офшор – это одновременный способ как бы уклоняться от налогообложения конкретного государства, конкретной страны. Ну и здесь дают понять, что мы сделаем для вас офшор, вы можете там уклоняться от своих там Америк, Франции и прочих территорий, но вот как бы белорусскому государству уж будьте добры. Мы вам порядок и стабильность, вы нам, соответственно, свои налоги и прочие инвестиции. А там была ссылка на расчет экспертов, кто вообще эти эксперты? А в статье Тутбая нет. То есть, ну это понятно, такая скорее общепопулярная статья, понятно, что никто не перегружает читателя, и так 9 пунктов еще пойди запомни.
вообще бы одними заголовками обойтись. А там еще информация. Это я вам ее еще как бы скомпилировал, сузил до 2 слайдов. А так там такая нормальная статья, 1000 на 20, наверное, знаков. Вот. Ну, 20 я уже согнул, конечно, вот так 1000 на 10, наверное. Вот, и поэтому они там не ссылаются, но как бы предполагается, что есть некие эксперты, они давали какие-то отзывы, в этом смысле на эти отзывы ссылаются те или иные чиновники, там, принимая решения, и те или иные заинтересованные стороны. И вот еще 2 как бы, статьи, вышедшие чуть позже, они тоже создают контекст нынешнего вот этого сообщения, которое мы в последний раз смотрели от 11 декабря. Вот эта статья «Беларусь начала продвижение IT-страны на внешний мир» 28 ноября опубликованная. И статья «Правительство ставит на IT декрет о цифровой экономике, согласован в самой либеральной редакции». Это от 5 декабря 2017 года. То есть вот самый ближайший контекст.